Радость и смех для этих малышей как лекарство. Серьезные недуги для них не приговор. Они действительно умеют веселиться, подпитывая своим оптимизмом родителей и врачей. Талантливые, непринужденные, танцуют, читают стихи и исполняют песни. Радуют своими выступлениями сегодня не только пациенты центра, но и воспитанники домов культуры. На смену проникновенной песни об аисте на крыше приходит зажигательная лезгинка ансамбля «Таргим». Особые дети. Таким термином принято называть тех, чье развитие сильно отличается от нормы. От появления такого ребенка не застрахована ни одна семья. Но это не повод опускать руки, уверена Людмила Парижева. Ее дочка Аиша родилась с поражением ЦНС, из-за чего у нее были проблемы с движениями и речью. Аиша начала ходить только в 3 года. Больничные палаты для 8-летней девочки по всей стране стали чуть ли не вторым домом. Видя, как дети развиваются и как им хорошо, в связи с этим мы родители, мы тоже чувствуем себя более увереннее и намного лучше. Мы радуемся за наших детей, ведь они какие-то необычные дети, особенные дети, и им нужно какое-то особенное внимание. Сейчас Аиша жизнерадостный ребенок, уже разговаривает и ходит самостоятельно. Она проходит в этом центре очередной курс реабилитации. Атмосферой праздника, которая царит здесь, девочка осталась довольна. Мне понравился сегодняшний праздник, как они играли, как они стихотворения рассказывали. И хочу сказать всем, Ванете, всем людям спасибо. Если Аише еще предстоит проходить лечение в реабилитационном центре, то Марем Добриева приходит сюда только в праздники, чтобы увидеться с друзьями или завести новых, а еще спеть песню или почитать стихи. Стихотворение о доброте человека, нашей земли. И чтобы люди были чуть-чуть подобрее. Я его там 5 минут учила, но чтобы его отчитать, запятые, восклицательные знаки, это мне побольше понадобилось. Все 6 лет существования реабилитационный центр вселяет надежду на выздоровление детям и их родителям. А чтобы маленькие пациенты не воспринимали его как больницу, для них регулярно устраивают такого рода праздничные встречи. Для того, чтобы эти дети чувствовали, что они востребованы в обществе. Поэтому мы стараемся каждый связанный с детьми-инвалидами праздники, какие-то праздники такие делать такие мероприятия. Вот сегодня приехали у нас тут свои выступают дети, которые здесь лечатся. Трудно сказать, что это праздник, но тем не менее уважение к детям, что мы сегодня о них говорим, восхищаемся их мужеством, одержимостью, любить эту жизнь. Нам есть чему у них поучиться. Каждый прожитый день, каждый сделанный шажок для них – настоящий подвиг. Они действительно особенные, потому что умеют преодолевать любые трудности, заряжая всех остальных своим неиссякающим оптимизмом. Тамара Хашагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24.